Спецтехника разбирает последний строительный мусор от пристроек на заднем дворе Сунжинского военкомата. От навеса и других помещений остались только куча кирпичей и бетона. Это первый этап сноса старого и строительства нового районного военкомата. После на территории сделают планировку и приступят к устройству котлована под новое здание. Мы планируем в этом году само здание завершить, переселить сюда сотрудников военкомата, чтобы они уже в новом здании проводили свой призыв и работали в современных, нормальных условиях. А в следующем году планируем уже заняться благоустройством всей территории. Условия в старом военкомате оставляли желать лучшего. Постройка конца 19 века уже буквально трещала по швам, а крыша, со слов строителей, могла провалиться в любой момент. Более чем за столетнюю историю здание военкомата претерпело много изменений. Здесь, например, стена вышла почти на метр. Фундамент местами подмыло, а по всему зданию видны трещины. Работа здесь не только неудобна, но и небезопасна. Поэтому и было принято решение снести старый военкомат и на его месте построить новый. Военная прокуратура 2 раза выносила предостережение о том, что здание аварийное и в нем нельзя продолжать работать. Ведь на кону здоровье, а может и жизни людей. Естественно, и у главы Республики Ингушетия при нашей встрече глава пристальное внимание уделяет строительству и военного комиссариата Сунжинского района, и военного комиссариата и сборного пункта Республики Ингушетия. Поэтому вот еженедельно я приезжаю сюда, смотрю ход строительных работ. Поэтому я надеюсь, когда уже будет новое здание, в разы повысится и работоспособность наших сотрудников. В разы, конечно, здесь вы сами видите, в каких условиях трудных они находились. Я надеюсь, уже этого не будет. И мы уже в новое здание перейдем. Я надеюсь, вот этот осенний призыв, конечно, чтобы не было срыва, данный военкомат проведет призыв. Ну и уже после этого призыва, значит, по всем нашим данным, мы будем в готовности уже переехать в новое здание. Конечно, новое здание будет соответствовать всеми требованиям. Это там будет и пункт управления, и, значит, кабинеты секретные делопроизводства, мобилизационные кабинеты, призыва, военно-врачебная комиссия. То есть все элементы, которые необходимы, чтобы были в военном комиссариате, районном военном комиссариате, они будут соответствовать. Новое здание военкомата пока можно увидеть только на этом фото. Оно будет двухэтажным, не считая цокольного. 1200 квадратных метров позволят полноценно, а главное безопасно вести призывную кампанию и обычную рутинную работу. Помимо основного здания также планируется строительство гаража и других необходимых объектов. Как вы говорилось, об этом уже давно, но все почему-то откладывалось. Но вот наконец-то вот уже все решено. И до Лендали у нас в течение года будет уже новое здание. Строительство военкомата разбито на 2 этапа. В рамках первого планируется возвести само здание, где будут работать сотрудники и проходить призывная кампания. Во втором же благоустроят прилегающую территорию и построят плац для призывников. Эту работу планируют завершить до конца 2022 года. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев. Новости 24.